Ученые доказали, каждые 2 недели на планете исчезает один живой язык. Причина проста – уходят из жизни его последние носители. Относительно к нашему государственному кыргызскому языку такой угрозы нет. Но в то же время этот вопрос требует своевременного внимания на государственном уровне. В настоящее время кыргызский язык есть в учебной программе, начиная с детских садов до высших учебных заведений. Предусмотрен тест, определяющий уровень владения госязыком для лиц, занимающих высокие государственные должности. Гулькайра Алымкулова – учитель кыргызского языка и литературы одной из столичных школ. Опытный педагог считает важным свой труд в донесении особенностей государственного языка. По ее словам, с каждым днем все труднее вызвать интерес детей к книгам, к образованию в целом. Это особенно остро ощущается в период быстрого развития современных технологий. Как донести язык до учеников? В первую очередь, это труд учителя. Нужна правильно составленная программа, которая отвечает современным требованиям. Чтобы ребенок освоил язык, нужно использовать технологии. Сегодня время интернета. Как в советское время, одними книгами, ручками далеко не уйдем. Детям одни слова не интересны. Поэтому, чтобы их заинтересовать, нужно использовать современную технологию в процессе обучения. Оснащать школы надо. Помимо современных методов обучения, необходима среда общения. А образцом для всех должны служить должностные лица, на поведение и культуру речи которых равняется общественность. Что нужно делать? Нужно документацию вести на государственном языке. Многие используют средства массовой информации, видят депутатов, видят высокопоставленных лиц. То, что они на русском говорят, конечно, их тоже можно понять. Кто-то с 1 класса обучался на русском. Некоторые исконно кыргызские слова забывают. Нужно в семье обучать, стараться, чтобы дома побольше книги читали. Образование – один из главных ключевых вопросов, определяющих будущее страны. Глобальной конкуренции могут выдержать только образованные. В этих условиях с каждым годом значение учителя будет возрастать. Он должен быть впереди общества. Это сложная, но почетная миссия. Нужны новые подходы, новые идеи, новые проекты. Делиться опытом и вместе искать новые методики образования. Такие цели поставили перед собой педагоги, которые собрались в Бишкеке на съезде учителей стран-участниц Содружества независимых государств. Мы сравнивали все системы всех 5 стран, да? Конечно, кто-то ушел вперед в дошкольном образовании, кто-то в среднем, кто-то в высшем, кто-то назад. У каждого из нас свои национальные какие-то особенности, территориальные особенности, какие-то даже географические, да? В принципе, можно сказать, мы все схожи, потому что все-таки мы вышли с одной системы, да, советской. Поэтому важно, я думаю, вот эта сверка часов, чтобы мы сделали все для того, чтобы синхронизировать наше законодательство и максимально сделать так, чтобы все-таки уровень образования наших детей на постсоветском пространстве был все-таки идентичен. Если говорить о Кыргызстане, то новая концепция развития образования формируется как отдельная часть национальной стратегии устойчивого развития страны до 2040 года. В первую очередь, этот документ содержит в себе основные направления развития этой сферы. Сохранятся такие принципы организации системы образования, как его доступность, включая все инклюзивные группы, и качество образования как способность системы адекватно отвечать на запросы государства, общества и конкретного человека. Результатом обучения должны стать так называемые soft skills, обеспечивающие выпускникам всех уровней образования гибкость и адаптивность, способность учиться и переучиваться в течение жизни. Бесспорно, что за границей, будь это обучение или работа, знание 2 языков нашими гражданами является преимуществом. А внутри страны нужно полноценно сформировать государственный язык, как язык межнационального общения. Здесь важное значение имеет использование государственного языка высшим руководством страны, высших должностных лиц. В многонациональном Кыргызстане через образование происходит гармоничная интеграция ценностей разных культур и языков, этнических и религиозных сообществ. Как отметил глава государства, кыргызский язык должен стать одним из важных факторов в объединении граждан страны. При этом мы считаем, что задачей государственной важности является знание всеми гражданами страны кыргызского языка. Кыргызский язык
как государственный язык Кыргызской Республики, должен выполнять функцию национального единения. В Кыргызстане созданы все условия для сохранения и развития языков, традиций всех национальностей, проживающих в нашей стране. В нашей Конституции закреплен принцип владения нашими гражданами государственным, официальным и одним из мировых языков. У нас русский язык имеет статус официального. Кыргызстан является одной из стран, где граждане свободно говорят на языке Пушкина и Достоевского. Мы это считаем духовным богатством нашего общества. Я убежден, что мы это достояние должны сохранять, беречь и умножать. Министерство образования, Комиссия по государственному языку издают книги и в рамках своих полномочий стараются содействовать широкому использованию кыргызского языка вне зависимости от национальности. На самом деле в регионах в сельской местности общение и документооборот ведется на государственном языке. Эксперты отмечают, использование официального и лишь двух языков преимущественно в столице и в других крупных городах. Какие трудности испытывают кыргызстанцы в изучении языка? Что мешает им владеть языком и испытывают ли они потребность в госязыке? Ну, я знаю на уровне, разговоров. Но очень жалко, что мы не знаем киргизского языка. Очень плохо, что русскоязычное население относится к киргизскому языку. Дело в том, что у нас в Киргизии киргизский язык вместе с русским на уровне государственного языка. Поэтому я, например, не испытываю никаких трудностей, не зная киргизского языка. У нас киргизы очень много говорят почти на русском языке. Да, немного кыргызский знаю, а в плане изучения мне речь сама сложна. А так где-то понять слова, где-то ответить на вопрос могу, в принципе. А вот именно изучать глубоко это, я не могу дикцию именно с дикцией произносить. Был случай, я в магазине по-киргизски, мне спросили меня, я попросила, чтобы мне повторили еще раз. Мне повторили и говорю, пожалуйста, переведите, что это обозначает точно. Когда мне перевели, рядом стоящий покупатель осудил. Почему вы по-русски спрашиваете? Я же хочу знать язык. Я же попросила, чтобы мне объяснили, перевели, чтобы я поняла значение этих слов. Я знаю немножко базовых слов, барам, гелем, это же не сложно. Просто я думаю, в нашей стране нужны хорошие курсы для кыргызского языка. Большинство разговаривает на русском языке, но я хотела бы, так как мы живем все в Кыргызстане, надо изучать этот язык, это наш родной язык, кыргызский язык. Он нужен нам. Все равно больше на русском говорят, чем на кыргызском. Как-то, не знаю, мне вообще, наверное, класса до 5 было, честно говоря, легче на кыргызском разговаривать, выражаться на нем было намного легче, чем на русском. А сейчас практики нету, не с кем мне разговаривать на кыргызском, поэтому как-то сейчас удобнее на русском, наоборот, стало. Сегодня в мире все меняется быстрыми темпами. Требование к образованию усиливается. Естественным образом возник вопрос, какая должна быть современная школа, какая будет школа будущего. Как считают отдельные эксперты, возрождение кыргызоязычной интеллигенции, которая стала бы ролевой моделью для всех жителей страны, вот что должно быть приоритетом для тех, кто хочет развивать кыргызский язык. Все усилия, все инвестиции нужно сфокусировать именно на кыргызоязычных школах, чтобы выросло поколение блестящих кыргызоязычных писателей, изобретателей, художников, физиков и программистов.